Добрый день, дорогие друзья, уважаемые наши подписчики. Приемная комиссия Башкирского государственного аграрного университета рада приветствовать вас в прямом эфире. Сегодняшний наш прямой эфир носит название «День абитуриента аграрного университета». Все, кто нам уже подал документы, кто еще собирается подать, мы ждем вас в прямом эфире. Ждем ваши вопросы, ждем ваши комментарии, пожелания. И сегодня к нашему прямому эфиру присоединится проректор по учебной работе Юнусбаев Наиль Муртазович. Также будет отвечать на ваши вопросы. Вместе будем задавать ему вопросы и узнаем основные нюансы и аспекты поступления в наш университет и вообще всю систему поступления в вузы на сегодняшний момент. Как это происходит, как происходит зачисление, как размещаются рейтинги, какие где списки можно посмотреть, узнать. Все основные вопросы, которые поступают к нам сегодня от абитуриентов, мы постараемся их рассмотреть. И сейчас мы приглашаем к нам присоединиться Наиля Муртазовича. Добрый день. Слышите меня? Слышите, да? Так, Наиль Муртазовича ждем в прямом эфире. И пока начну отвечать. Добавились ли бюджетные места на энергетический факультет? Сразу скажу, у нас действительно было добавление бюджетных мест. Нам добавили бюджетные места на специальность, на укрупненную группу направлений подготовки 35-03-00. Это сельское лесное хозяйство. Эти места распределились у нас следующим образом. 6 мест добавилось на направление подготовки лесное дело и 4 места на направление подготовки агрохимии и агропочвоведения. Наиль Муртазович, снова ждем, что к нам присоединится. Добрый день, слышите? Добрый день, слышите? Добрый день, Наиль Муртазович. Да, слышно? Почему-то помехи какие-то тут. Вот сейчас хорошо слышно. Наиль Муртазович, у нас уже с вами 20 человек в прямом эфире. Может быть, несколько слов расскажем про наш университет и про текущую приемную кампанию? Еще раз добрый день. Спасибо. Университет, наверное, проще будет смотреть по сайту нашего университета.
Я прошу прощения. Я прошу прощения. Единственное, по буквально 2-3 минуты. 2-3 минуты. Аграрный университет На сегодняшний день является одним из самых лидирующих вузов Российской Федерации. На сегодняшний день мы около 47 реализуем образовательную программу. Наверное, уже Светлана Сергеевна говорила, в этом году около 1000 бюджетных мест. Особенности приема в этом году, они как и в других вузах, немножко сдвинуты из-за того, что ситуация с коронавирусом у нас поменяла график экзаменов, экзаменов, приема документов и согласие зачисления. Об этом мы позже немножко поговорим. А также для наших абитуриентов есть возможность обучаться по образовательным программам, конечно же, обучаться только по аграрным профилям, получать образование по различным другим направлениям, вы, наверное, посмотрели и реализуются у нас в университете. По всем образовательным программам нашего университета, конечно, присутствует государственная аккредитация. И кроме государственной аккредитации, мы имеем международную и общественно-образовательную аккредитацию по тем направлениям, которые мы реализуем. Если коротко говорить о статусе вуза, вы знаете, что вуз наш является лидирующим среди аграрных вузов России и даже если рассматривать последние рейтинги, и среди 42 вузов России мы являемся первыми среди, как зеленый, потому что мы экологии и обучаем наших студентов этому. Значит, по вузам Республики Башкортостан, по рейтингу национальное признание Комсомольской правды, наше первое место, как вуз, который уделяет особое внимание образованию и создал все условия для того, чтобы получить достойное прекрасное образование именно в городе Уфе и Республике Башкортостан. Это вот кратко по университету. Что касается приемной кампании этого года, как уже ранее говорилось, мы организуем прием не только очно, когда родители и абитуриенты приходят к нам в университет и сдают документы непосредственно приемной комиссии, но и когда невозможно подъехать по причинам есть опасения ситуации по распространению коронавирусной инфекции. Любой абитуриент имеет возможность свои документы через портал университета, который можно оставить. Значит, федеральное законодательство правила приема, мы, естественно, принимаем документы и согласен с зачислением в формате и в формате дистанционного подачи документов. Поэтому обращаю родителей и абитуриентов, что возможности для того, чтобы участвовать в конкурсе на зачисление есть в обоих вариантах. Значит, что касается сроков. Значит, первый этап – это особый квота и целевая квота на базе балла, они исчисляются 22 августа, то есть последний прием по местному времени 21 августа. Подача заявления по согласию.
Значит, по основному приему, первую волну. это Это 80% количества приема, общее количество бюджетных мест. это у нас Это у нас 24 августа августа. действительно. Подача Подача согласен согласен зачисления 23 августа до 6 часов по местному времени. Значит, Значит, следующий 20% от общего количества, соответственно, контрактов приема состоится у нас состоится у нас 6 6 августа. августа. 25-го 25-го вечер мы принимаем согласие решение на последний на этап. последний этап. Ну и Ну 28 и 28 августа мы принимаем на коммерческой основе. коммерческой основе. Это Что касается формы обучения. обучения. Соответственно, до этого момента предусмотрены вступительные испытания, которые вы можете посмотреть. Например, на Например, следующей неделе у нас испытания по по абитуриенту абитуриенту на базе поступающих на базе ПО с 11 с 11 по 13 августа. А также мы организовываем, соответственно, те дни, когда могут поступить по каким каким положительным причинам дни для сдачи экзамена как в онлайн-формате, так и в очном формате приехать к нам в университет. Значит, Значит, что касается учебного года, хочу сразу довести до абитуриентов и до до родителей. В этом году мы начинаем учебный год в традиционном формате с 1 сентября. То есть ждем поступивших наших наших студентов студентов в нашем в нашем университете университете. чисто Как должно быть в соответственном формате. Если Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте, я ответить. готов ответить. Светлана Светлана Сергеевна, может, вопросы? Наиль Муртазович, спасибо. Вот здесь у нас поступил вопрос, пока я читала. В каком порядке и как проводятся дистанционные экзамены в ваш университет? В каком порядке? Ну, здесь определено правило. Самое главное Это идентификация. То есть То есть абитуриент, который в в дистанционном дистанционном формате формате экзамен, он должен он должен пройти два этапа идентификации. Первый это, конечно же, через портал openedu.ru, где размещены размещены все экзаменационные материалы, и где непосредственно будет проходить сам экзамен. Второе, это при вхождении по ссылке на дистанционный экзамен в обязательном порядке проходит идентификации, который проводит непосредственно ответственный секретарь приемной комиссии для определения, абитуриент подключился для сдачи экзамена. экзамена. Экзамен Экзамен состоит из двух частей, вернее, вступительные испытания состоит частей. частей. Это, как Это, правило, тестовые вопросы и вариативная часть, где абитуриент должен ответить на соответствующие вопросы. Или Или приложить какой-либо ответ в в электронном формате. Наверное, так. Да, да, здесь дополню, что результаты вступительных испытаний абитуриенты могут узнать в своем личном кабинете или на сайте на следующий рабочий день. На сайте у нас располагается вся актуальная информация для абитуриентов в разделе с соответствующим названием «Абитуриенту». По уровням разделено бакалавриат, магистратура, аспирантура. Каждый выбирает свою вкладку. И если вдруг существует такая процедура, как апелляция. Если вдруг вы не согласны с процедурой проведения или хотите, чтобы рассмотрели вашу работу дополнительно, можно подать апелляцию в течение дня объявления результатов или на следующий рабочий день. Наиль Муртазович, здесь параллельно вы уже сказали, но задали вопрос. 1 сентября мы будем учиться дистанционно или продолжу, или все-таки в университете? Я уже говорил, да, В традиционном формате. В традиционном формате, значит, все приходим, как обычно, 1 сентября на линейке, как было в школе. Совершенно верно, да. Наиль Муртазович, вот такой вопрос сейчас очень актуальный на всех аккаунтах у нас. Как ориентироваться в рейтингах? Что они означают, эти рейтинги? Вот если мы принесли оригинал, но не принесли согласие, мы на последнем месте. Если у нас низкие баллы, вот что посоветуем нашим абитуриентам? Что касается рейтингов, это который ежедневно меняется, наверное, абитуриенты понимают, что можно подать в разные направления, но
В конкурсе ситуация определяется непосредственно, когда абитуриент подает оригинал документа образования. Это первое. Второе, когда подают они согласно направлению подготовки. Безусловно, для любого вуза, в том числе и для нашего, очень важно, чтобы абитуриент представили оригинал документа очно, то есть принесли его к нам в университет и представили сотрудникам приемной комиссии. И, конечно, если есть желание поступить в наш университет, подписали согласие о том, что мы могли их включить в текущий приказ. Рейтинг списка показывает ежечасно на сайте университета, какая ситуация по конкурсу на конкретном направлении. То есть направление подготовки, на которое вы подали. Если абитуриент подал на три направления, он может посмотреть в этих списках, где он находится, на каком направлении, на каком рейтинг списке. Самое главное, необходимо смотреть место по баллам и количество оригиналам и по согласному зачислению. Обращаю внимание на то, что абитуриентов и родителей, необходимо не забывать представить согласие на зачисление в установленном порядке. То есть обязательно порядке. Если согласия не будет, мы не сможем вас зачислить. И оригинал документа. Что касается баллов, безусловно, есть различные абитуриенты, баллы ЕГЭ. К сожалению, в некоторой степени, может быть, есть ребята, которые сдали низко баллов, есть ребята, которые сдали очень высокие баллы. Значит, естественно, те, кто набрал больше баллов, тот шансов поступить у него намного больше. Они это видно по этим спискам. И, конечно же, тут вопрос возник. Те ребята, которые набрали чрезвычайно низкие баллы, я цифры называть не буду, чтобы никого не компрометировать. Конечно же, если вы не проходите на очную форму обучения, я думаю, есть вариант, для того, чтобы попасть на студентов нашего университета, можно подать и на заочную форму обучения. И обращаю на то, что в течение времени вы имеете право после университета перейти в заочную форму обучения. Это может быть через месяц, через два, через три, от желания наших абитуриентов. То есть поступаете на заочное, и без определенного времени переходите на очную форму обучения. Законодательством это не запрещено. Значит, безусловно, я советую внимательно смотреть эти списки, проверять свои данные на сайте и обязательно в порядке приемной комиссии или с деканом факультета соответствующего и доводить информацию, какое ваше желание поступать, на какое направление конкретно, факультет или какой конкретно вуз. Вот это, наверное, самое главное. Я здесь добавлю, Наиль Муртазович, что у нас сейчас ежедневно деканы дежурят в приемной комиссии, и первый, кого встретят абитуриенты, и кто встретит абитуриентов и родителей, это будут деканы факультета. Поэтому сразу можно все вопросы снимать и по баллам. Любые. Обращаю внимание на то, что наши пороговые баллы – это минимальные пороговые баллы Рособорнадзора, то есть если вы преодолели порог, то вы можете уже прийти подать документы. А вот с тем, где вы у нас будете учиться, на какой специальности, на какой форме, здесь уже деканы вас проконсультируют и предложат все возможные правильные варианты. Наиль Муртазович, у нас те, кто сейчас уже, вот вы говорите, низкие баллы, поступают на заочную форму, те, кто целенаправленно идет на вуз, спрашивают, когда заселяться можно в общежитие, как выбирать общежитие, какие условия. Что здесь можно сказать? Когда нашим абитуриентам, будущим студентам можно будет уже заселяться в общежитие? Наиль Муртазович пока прервался, не с нами. Дорогие друзья, задавайте активно ваши вопросы, все, что вас сейчас интересует.
Проректор по учебной работе отвечает, вы видите, открыто на все ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, пишите любой ваш вопрос. Добавить, что сейчас мы все еще ведем прием документов на очную форму и принимать документы на очную форму мы будем до 18 августа. Те, кто поступает по профессиональному образованию, то есть выпускники колледжей, документы мы принимаем сегодня, крайний день, затем у нас начинается очередной поток вступительных экзаменов. Еще раз скажу, вступительный экзамен у нас проводится в дистанционном формате и в очном формате. Если вы переживаете, что вы дистанционно не сможете подключиться, у вас нестабильный интернет или нет возможности транслировать, вот Наиль Муртазович снова присоединяется к нам, нет возможности транслировать свой экзамен, вы можете прийти к нам в университет. Сейчас у нас полностью все санитарные эпидемиологические нормы, Наиль Муртазович присоединился, нормы соблюдаются в ВУЗе, у нас и санитарные обработки по регламенту Роспотребнадзора, и обязательно масочный перчаточный режим у сотрудников. Во время экзаменов у нас соблюдается дистанция, время экзаменов отрегулировано, поэтому можете приходить и у нас их писать, можете дистанционно сдавать на ваше усмотрение. Наиль Муртазович, про общежитие у нас был вопрос, когда можно успеть подать заявление на заселение, когда приезжать заселяться будущим первокурсникам, можно ли выбирать общежитие, какие там условия. Я не пойму, Наиль Муртазович или нас не слышит? Так, вопрос по общежитиям. Вопрос очень правильный. Заселение мы начнем сразу же после того, как подпишем первый приказ, это получается, мы подпишем если говорит основной поток. Если говорит основной поток, это У меня интернет вылетел, да? Дорогие зрители, напишите, пожалуйста, если у меня проблемы со связью, со звуком, если меня не видите, чтобы я знала. Наиль Муртазович периодически вот нас покидает. На зачисление Наиль Муртазович начал говорить про потоки. Так, вопрос увидела, сейчас отвечу. Про потоки на зачисление. Зачисление у нас делится на так называемые волны. Есть нулевая волна, когда мы зачисляем, Наиль Муртазович к нам возвращается, когда мы зачисляем целевиков и льготников. Есть первая волна, когда мы зачисляем 80% бюджетных мест. Есть вторая волна, когда мы зачисляем оставшиеся до 100% бюджетные места. И есть у нас коммерческое зачисление, когда если не прошли по конкурсу, мы предлагаем вам зачисляться на коммерцию, не прошли по конкурсу на бюджет. Наиль Муртазович, мы... Почему-то мы вылетаем, не можем перейти сюда. Общежитие. Я по поводу начал говорить, я не знаю, вы слышали меня, не слышали? В общем, заселение мы организовываем, как мы подписываем приказ, официально на сайте нашего университета. Это будет примерно около 12 часов дня. После этого с 2 часов мы начинаем заселение. Место оформления Дворец молодежи, тоже наш учебный корпус, проспект Октября 21, Дворца молодежи встретят волонтеры, Управление по воспитательной работе, которое занимается заселением общежития. В зависимости от факультета, от пожелания абитуриента, они уже будут проводиться заселение общежития. Если есть возможность, конечно же, лучше сначала одновременно сразу привести оплату за года проживания или за год проживания. И оформить документы. В принципе, в течение 2-3 часов
абитуриенты могут заселиться. Можно сразу приезжать на 1 сентября смело, с большими сумками, с вещами и заселяться в общежитие. Я думаю, надо заблаговременно это сделать. Ну, после приказа, да. Если сейчас возможность у наших абитуриентов, будущих студентов не будет приехать, сейчас же все-таки мы дистанционно большую часть работаем, поэтому они могут, если в приказе себя увидят, то уже смело приезжать. Общежитие всем мы предоставим в обязательном порядке. Здесь такой общий вопрос, наверное, проходные баллы для заочной формы обучения. Я тоже вижу, да. Проходные баллы. Вот слово проходные баллы, почему какой-то порог, что это какой-то порог, которого человек может не пройти. Да, это порог, он определяется самым последним моментом, когда, как я уже пояснял, оригинал на заявление на согласие зачисления. Исходя из того, какие абитуриенты будут находиться в проекте приказа, на какое место он подал, это будет и последний порог. Сказать, какой порог на заочном обучении, это сказать просто сложно и нереально. Они зависят от направления подготовки, времени зачисления. Да, даже список рейтинговый, который у нас сейчас уже на сайте, он очень динамичный, может меняться каждую минуту, каждую секунду, каждый час, каждый день тем более. Поэтому самое важное сейчас следить за рейтингом, за сайтом. Тем более, если вы сейчас смотрите наш эфир, то сайт у вас вообще легко, можете там все найти, все определить, посмотреть. Еще один вопрос. Был у нас в эфире, в какой форме будут учиться студенты. Для вновь присоединившихся, наверное, еще раз отметим о том, что занятия у нас в традиционной форме. Единственное, что сказать нужно, так как сейчас у нас строгий будет пропускной режим, это обязательно термометрия, обязательная обработка рук перед входом в корпус. Поэтому за 5 минут до начала занятий приходить не стоит, пораньше приходить, чтобы полностью будет масочный режим. И это будет контролироваться как со стороны сотрудников университета, и со стороны преподавателей. Да, в обязательном порядке мы будем. Мы должны беречь себя и своих близких и окружающих. Вот вопрос у нас. Если было подано заявление на 3 направления, мы не проходим на бюджет. Есть ли возможность перевестись на коммерцию? Это все просто. На коммерцию, то есть на бюджет, если не проходит, надо смотреть ситуацию на коммерции, посоветоваться с деканом факультета и подать заявление на коммерческую основу, оплатить за обучение и заключить договор. Я открою секрет, Наиль Муртазович? Мы тут сотрудникам приемной комиссии раздаем визитки деканов, где написаны сотовые телефоны. Круглосуточно, конечно, им звонить нельзя, но в рабочее время все-таки даже на сотовый можно позвонить декану. Такая уникальная возможность в нашем вузе. Деканам, конечно, это не очень нравится, что круглосуточно беспокоят абитуриенты, но тем не менее вы можете обратиться по всем открытым каналам приемной комиссии. Мы перенаправим на консультацию к декану. Если у вас вопросы по конкурсной ситуации, можете прийти к нам. И, как я уже сказала, деканы здесь лично всех встречают в холле нашего учебного корпуса. Очень много вопросов. По-видимому, это наши будущие студенты. Да, Наиль Муртазович? Вопросы как будут рассаживаться студенты в аудитории, вопрос такой. С учетом требований Роспотребнадзора, конечно. Даже на экзамен мы сейчас под этим работаем. Будет социальная дистанция в обязательном порядке. Да, далеко друг от друга. На экзамены мы тоже сажаем через парту, еще по диагонали. В общем, здесь очень далеко друг от друга придется сидеть. Поболтать не получится на занятиях. Наиль Муртазович, скажите, пожалуйста, а какие-то дисциплины в дистанционном формате получится все-таки изучать? То школьникам, наверное, очень понравилось дистанционно учиться, они бы, может, хотели дистанционно, или все-таки придется ходить сюда каждый день? Конечно, есть дисциплины, которые придется изучать дистанционно.
К этому нужно привыкать, это будущее наше. И с учетом того, что мы последние 3 месяца прошлого учебного года работали в дистанционном удаленном формате, я думаю, следующие наши студенты, школьники, которые тоже учились так, они быстро сориентируются и будут учиться. Единственное условие, наверное, надо как-то запастись ноутбуком, камерой, планшетом, гаджетами для того, чтобы возможность учиться. А, конечно, ряд дисциплин будет проводиться в дистанционном формате. Я думаю, кого-то, может быть, это обрадует, кто-то... Я вот, например, рекомендую прийти и посмотреть наш университет, потому что познакомиться воочию со своими будущими однокурсниками, это, конечно, намного интереснее формат общения. Наиль Муртазович, такой вопрос. Раньше, вот тут хотела я задать этот вопрос, и тут он появился в чате. Будет ли официальная церемония 1 сентября? Вот только хотела спросить. Раньше были у нас торжественные линейки, концерты. Как в этом году мы будем проводить это? Очень хотелось бы это провести. Но, к сожалению, с учетом требований Роспотребнадзора мы не можем этого сделать. Собирать большое количество людей даже во Дворце молодежи не будем, но обязательно в порядке настроения для студентов, первокурсников, для всех студентов в порядке будет. Наших студентов мы будем встречать на факультетах, где обязательно в порядке будет присутствовать ректор, поздравить и преподавательский состав, который пояснит, как будет обучаться и так далее. Все в традиционном формате будет. Но не в Дворце молодежи. Хорошо, спасибо, Наиль Муртазович. Следующий вопрос, вы, наверное, тоже его видите, но я его вкратце скажу. Как можно получить баллы за индивидуальные достижения? Как же они у нас все-таки назначаются? Ну, здесь, я думаю, балла все просто. Если есть достижения абитуриентов до поступления в университет, то есть, например, если школу закончил золотой медалью или на красном колледж, соответственно, это уже является определенным индивидуальным достижением. Не все же могут закончить на медалью или на диплом отличием, получить. Или, допустим, абитуриенты, школьники в свое время занимались наукой, учебой, участвовали в различных олимпиадах, в том числе в тех олимпиадах, которые организуются нашим вузом. То есть они прописаны в правилах приема, это перечень олимпиад, который был определен еще в октябре прошлого года, присутствует, мы их проводили и в очном формате, и в дистанционном формате. Поэтому те ребята, которые участвовали и достигали определенных результатов, они, конечно, имеют сертификаты на руках, которые будут учитываться как индивидуальные достижения. А если же абитуриент нигде не участвует, к сожалению, индивидуальных достижений быть не может. Хотя есть возможность получить индивидуальные какие-то баллы за какие-то всероссийские мероприятия, когда абитуриент участвовал, например, каких-то серьезных спортивных или получил значок золотого и так далее. То есть это можем мы учитывать. Да, перечень у нас определенный, он расписан подробно в правилах приема в наш университет на сайте. В любом случае, если вы подаете к нам документы либо в дистанционном формате, либо лично, все имеющиеся у вас достижения, ваше портфолио вы нам предоставляете, секретари приемной комиссии изучают, составляют специальный документ, который называется лист учета индивидуальных достижений. Этот документ рассматривается комиссией отдельно, то есть не секретарь принимает решение, а комиссионно каждый документ приложенный рассматривается и выносится решение. Максимально можно получить до 10 баллов, но здесь что безоговорочно? Это, как Наиль Муртазович сказал, аттестат с отличием, подтвержденный золотой медалью, это красный диплом, если выпускники СПО, это золотой значок ГТО, который мы тоже безоговорочно учитываем, ну и все остальное исперечно. Чтобы сузить этот спектр, скажу, что в основном это те мероприятия, которые мы проводили в университете за последние 2 года. Призеры, победители, участники будут получать дополнительные баллы. Вот следующий вопрос у нас поступил.
Ну да, тут вопрос по гражданину Казахстана, видимо, да, каким образом подать заявление на зачисление, я так понял, так ведь? До какого числа и как нужно ждать результатов? Так, ну, я начну отвечать на этот вопрос. Если поступаете на бюджет по внутренним экзаменам, то сегодня вы подаете документы, на следующей неделе у вас начинаются экзамены, и по результатам экзаменов вы участвуете в общем рейтинге. Что значит участие в общем рейтинге? Значит, наравне с остальными абитуриентами в общем списке вы смотрите свои баллы. Если вы проходите на определенное количество бюджетных мест, вы должны подавать согласие на зачисление тем же способом, который подали документы в университет, будь то дистанционный или личная явка сюда в приемную комиссию. И по результатам оригинала и согласия уже смотреть, проходите вы в списке или не проходите. Внутренний экзамен сдают все или только те, кто не сдавал ЕГЭ. Согласно порядку приема федеральному, выпускники школ, они поступают по результатам ЕГЭ. Те, кто поступает в вуз на базе профессионального образования, среднего профессионального или высшего профессионального образования, они сдают экзамены внутри университета. Это значит внутренние экзамены вуза внутри университета и участвуют в конкурсе, как я уже говорила, наравне с теми, кто поступает по результатам ЕГЭ. Наиль Муртазович, я про Казахстан предварительно ответила, да, уже. И на второй... И еще один вопрос про дополнительные бюджетные места. У нас был в самом начале эфира этот, сейчас снова вопрос. Действительно, нам добавили бюджетные места по 35-й укрупненной группе специальности направления подготовки, и распределились они следующим образом. 10 мест мы распределили, 6 мест на направление подготовки лесное дело и 4 места на направление подготовки агрохимии и агропочвоведения. Добавить здесь? Да, Наиль Муртазович. По поводу дополнительных бюджетных мест обращаю тех абитуриентов, которые в этом году не попадут в университет, на следующий год добавлено более 2 бюджетных мест в различных направлениях. Эта информация будет уже висит на сайте, так? То есть вы можете посмотреть, познакомиться. Возможность поступить в год, конечно, будет больше. Но это будет следующий год. Забегая вперед, просто говорю. Может быть, у кого-то какие-то вопросы. Да, на следующий год значительное увеличение бюджетных мест. Наиль Муртазович, вот у нас часто и на сайтах, и на сайт приходят вопросы, на все наши аккаунты. Очень часто, я уже попыталась ответить, вот, чтобы вы тоже это удостоверили, почему нельзя в ВУЗе внутренние экзамены сдавать школьникам? Кто сдает в ВУЗе часто? Почему нельзя пересдать экзамен? Почему нельзя досдать? Вот этот вопрос очень часто. Ну, было такое раньше. Не только в нашем ВУЗе. Определяет, во-первых, Федеральная служба по надзору в сфере образования. Сейчас уже Министерство просвещения. Так, ну, здесь принцип простой. Ребята, которые поступали на базе среднего полного образования, они поступают только по результатам ЕГЭ. А ЕГЭ сдают, как вы знаете, только и есть федеральный по уважительным причинам. Школьник не смог сдать ЕГЭ, они 7 августа сдают их в отдельном порядке, в отдельном формате. Даже если абитуриент закончил школу и не поступил никуда, ни в ВУЗ, и у него ничего нет, тех ЕГЭ, когда-то, то в любом случае ему повторно обратиться в отдел образования по местной
написать заявление, чтобы учли в следующем году для сдачи ЕГЭ в соответствующей школе, которая определяет Министерство образования Кыргызстана. Вот так, наверное. Да, спасибо, Наиль Муртазович. Ну, дорогие участники, задавайте вопросы. Основное все, что мы хотели отметить, сроки. Про наш университет мы рассказали, про сроки зачисления рассказали, про спорные вопросы, которые возникают, мы отметили. Задавайте вопросы. Если вопросов у вас не поступает, мы с вами в прямом эфире уже 40 минут. Наверное, без ваших вопросов мы будем резюмировать наш эфир. Наиль Муртазович, заканчивать, наверное, да? Если нет вопросов, с обращением выступите к нашим будущим абитуриентам. Нынешним абитуриентам, будущим студентам, родителям. Слышно, да, меня? Да, все слышно. Уже не слышно. Слышно, но прерывайтесь. Да, потому что на телефон звонят, извиняюсь, конечно. Вот вопрос спрашивали, уважаемые родители. Спасибо тем, которые присоединились к нам на прямой эфир. И, конечно же, ждем вас в нашем университете. Надеюсь, увидим вас в числе студентов. Да, спасибо, Наиль Муртазович. Здесь вопрос вот к вам. Я вас пока не могу отпустить. Как будет проходить физкультура? Физкультура будет проходить на свежем воздухе. Вот как хорошо. На свежем воздухе. Можете не переживать. На свежем воздухе бассейн. У нас есть 2 прекрасных бассейна. У нас есть стадион. У нас есть спортивные залы огромные. Что-то группа там с 20 человек. Можно в разных углах поставить, и все хорошо будет. Дистанция будет соблюдаться. Совершенно верно, да. Спасибо большое, Наиль Муртазович. Дополнительные баллы, и хотела узнать, если есть медали с грамотами, к ним считается как индивидуальное достижение, могут ли быть зачислены как дополнительные баллы. Но еще раз скажу, все, что у вас есть, все, что вы заслужили во время обучения в школе, на конкурсах, на конференциях, приносите, мы все рассмотрим, ничего не оставим без внимания. Если будут наши регламентирующие документы позволять, мы вам обязательно дадим дополнительные 10 баллов. Наиль Муртазович, спасибо вам большое, что вы приняли участие в нашем эфире, что отвечали на наши вопросы. Дорогие друзья, пишите ваши вопросы в наши аккаунты, мы с удовольствием на них ответим. До новых встреч. Если будет необходимость вам еще что-то узнать от нас в прямом эфире, хотите увидеть здесь других гостей, пишите на аккаунт Инстаграма. Мы обязательно с вами еще раз встретимся. До свидания, спасибо. До свидания. До свидания.